Объект располагается в 1200 метрах юго-восточнее башенного комплекса Нижний Пуй. Согласно ингушскому фольклору, подобные сооружения из камня возводили на месте гибели человека от удара молнии. Этот тип святилища отличается от других своими размерами и формой. Вот он, этот памятник. В этой нише определенные дни, недели, а также в праздничные дни ставилась ритуальная пища, и ей по некоторым источникам и зажженные свечи ставились нашими предками, те, кто на тот период. Макшериб Мужухоев в своем труде средневековые культовые памятники Центрального Кавказа отмечает, что данная группа относилась к самому позднему времени строительства доисламских культовых памятников. И он считал их фамильными, так как многие эти памятники находились рядом у башенных комплексов. Столпообразные святилища – наиболее распространенный вид культовых памятников в Горной Ингушетии, относящийся к доисламскому периоду. Вот как раз этот памятник, он отличается по размерам от других памятников. Он по размерам больше, чем ранее выявленные объекты. И просто он сейчас разрушен, и ранее там были как бы двухстворчатые, крыша двухстворчатая, вот она сейчас повреждена из плит, сланцевых плит, она повреждена, как мы видим. Ну, что бы хотелось еще добавить, что у нас в Ингушетии, куда не направляются наши инспектора по своей работе, они выявляют очень много объектов. После проведения необходимых работ святилище внесут в перечень объектов культурного наследия республики. Вообще, с февраля текущего месяца сотрудниками Джайраско-Асиновского музея-заповедника выявлено более 400 таких объектов. Полностью вот эти специалисты АСМ Групп, вот наши сотрудники, они полностью проверяют полностью местность, вот, где находятся башенные комплексы. Там и башни, вот, основания башен, склепов, храмов, могильников. Все, что находилось на этом месте, они все идут вот, по фиксации проходят. Поэтому после этого мы подготавливаем документы и направляем в Комитет культурного наследия. Такой маленький республика, и это не предел. Это не предел, потому что эта работа будет вот дальше будут продолжаться, и мы надеемся, что и дальше количество этих выявленных объектов, их будет даже больше, чем 1000, потому что мы проверили только 20%. Большинство объектов на территории Горной Ингушетии так и остаются неучтенными из-за труднодоступности, но сейчас проблема уже решается. Благодаря участию специалистов АСМ Групп из Санкт-Петербурга их привлек меценат Микаил Гуцериев в рамках договоренности с главой республики Махмудом Али Калиматовым. 68 объектов мы в прошлом году поставили на учет, выявлено объектов 68. Но это было как раз до начала работы этих. Вот как АСМ группа, вот то, что эту работу проводит благотворительный фонд «Сафмар», это их инициатива, и это АСМ группа, как раз по их инициативе, которая работает. Эта работа у нас сейчас пошла на широком таком, как, скажем, прям массового вот этого характера пошедшего выявления этих объектов, потому что они используют и технические средства, у них очень современная техника, и специалисты, на самом деле специалисты своего дела. При обнаружении склепов, святилищ и других объектов после исследования направляются в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии, как и святилище ЦУ. Сейчас проводится работа, составляется акт об этом объекте. В дальнейшем мы будем ставить данный объект на учет, и дальше будет проведена работа по проведению государственной историко-культурной экспертизы на предмет историко-культурной ценности данного объекта. В дальнейшем объект будет поставлен будет включен в реестр
государственный реестр объектов культурного наследия. На территории Джайрасско-Асинского музея-заповедника находится около 3000 объектов. Из них только 349 внесены в единый реестр объектов культурного наследия. Остальные же имеют на сегодня статус новых выявленных. В реестре находятся объекты федерального значения, регионального значения и местного муниципального значения. Высший статус имеет объекты федерального значения. Их у нас 284 на территории республики, в том числе и на территории Джайрасско-Асинского музея-заповедника и на равнинной части республики. В основном на равнинной части у нас в основном объекты археологии. Эта работа нами делается, продолжается эта работа по проведению историко-культурной экспертизы. Согласно законодательству, необходимо на выявленных объектах проводить историко-культурную экспертизу. Хотел бы отметить, что в прошлом году в рамках этой работы нами проведена экспертиза по около 200 объектов культурного наследия на 4 архитектурных комплексах. Надеемся, что до конца года нам удастся включить эти объекты в единый реестр. Адам Мережков, Элисхан Горовожев, Магаз 24.